Медицинский работник должен уметь правильно накладывать повязку, в любых ситуациях не должен теряться. Как делать перевязку и оказывать медпомощь? Экскурсия для школьников начинается прямо у входа. В каждом уголке представлены свои специальности. Здесь, к примеру, потенциальным абитуриентам рассказывают о стоматологии. Некоторые из макетов сделаны самими студентами. Моделируют, создают форму, восковую форму, вот такую вот зубов. Вот это бормашина, которую мы используем для того, чтобы ее нужно было где-то подточить. День открытых дверей в Сунжинском колледже управления и новых технологий проходит масштабно. Узнать, что представляет из себя учебное заведение, приехали десятки потенциальных абитуриентов из различных школ региона. После экскурсии ребят приветствуют в актовом зале. Профессиональные преподаватели трудятся, чтобы взрастить новое поколение квалифицированных кадров. Для меня очень приятен тот факт, что наш колледж является в числе лидирующих по всем показателям. И за этим всем стоит огромная, большая, не побоюсь этого слова, дружная, очень сплоченная, высоко квалифицированная в плане профессионализма команда. В детских садах, у нас же не один выпуск был, да, в школах, в аптеках заходишь, в госучреждениях, в районных наших администрациях, в городских. Я вижу своих студентов. Кстати, это совсем недавно они были такие же, вот как вы. Мы всего 6 лет как осуществляем образовательную деятельность, но за эти годы мы провели очень много научных мероприятий. Мы впервые в нашем регионе, в нашей республике провели региональный этап национальной премии «Студент года». Здесь с радостью готовы принять абитуриентов на базе 9 и 11 классов. Для поступления нужно представить небольшой пакет документов. Это ксерокс паспорта, аттестата, медсправка и фотографии. Колледж готовит своих студентов по 13 специальностям. Это физическая культура, преподавание начальных классов, фармация, сестринское дело, стоматология, ортопедическая, стоматология, профилактическая, младшая медицинская сестра по уходу за больным, земельно-имущественные отношения, строительство, эксплуатация зданий, сооружений и программирование информационных системах. Вот все направления, которые у нас реализуются. Также есть юриспруденция, это правоохранительная деятельность и право соцобеспечения. Абитуриенты всерьез задумались поступить в колледж после окончания школы. Если до этого многие из них планировали уехать за пределы региона, то теперь намерены обучаться здесь. Хади Мархиева даже определилась будущей профессией. Сегодня вместе с заучем мы пришли в этот колледж, все понравилось, провели мастер-классы. Я решила, что сюда поступлю. Какое направление ты выбрала? Стоматологическое. Грамотный и профессиональный коллектив, бессрочная лицензия и государственная аккредитация. Частное профессиональное образовательное учреждение Сунжинский колледж управления и новых технологий начнет принимать документы с 20 июня и до конца августа. На заочное отделение при наличии свободных мест сроки продлят до 25 ноября. Зачисление проводится без вступительных испытаний. Зелимхан Калоев, Умар Газиев, Новости 24.